Я тебе не про историю говорю, а про то, кто ты есть. Нет, есть такие расплывчатые формулы, тот является тем, кем он себя называет, формул шью, конечно же, есть такие формулы. Но я веду к тому, что у кого-то получилось нас разделить, и у нас получилось нас объединить. Вот и все, вот моя формула. Да, она может кому-то не нравиться, она может тебе не нравиться, она может ингушам не нравиться, она и не нравится ингушам, но я от того, что она ингушам не нравилась, я от этого не отказываюсь. Знаешь почему? Знаешь, почему она мне не нравится? Я тебе еще раз скажу. Что в этот период, 1770 год, вместе с кабардинцами, чеченцы, и ты говоришь, что мы от вас откололись. А там чеченцы с кабардинцами, я тебе могу привести эти цитаты, так, Чокаев, кажется, это в «Голос Чечено-Ингушской республики» опубликованная статья. Я тебе приведу ее. Где говорят, что в районе Сунджа чеченцы помогали освоить кабардинцам. Или в район Назрани, что ли. Помогали кабардинцам освоить земли. Но с ингушей брали дань вместе с кабардинцами. И ты мне говоришь, вас образовали русские. Азамат, если бы в тот момент считали бы одним народом, наверное, такого не было. Но я не берусь сейчас упрекать это массово. Это была реальность того времени. Как реальность сегодня, которая есть. Как есть реальность, которая есть сегодня, которую ты хочешь впихнуть в 7 век. Но невозможно туда... невозможно туда впихнуть, но ты одного человека хочешь сделать и Алланом, и Симсим, и Киштом, и Нахчиматяном, и еще там Шабуты, и еще там есть. И вот этого одного человека ты говоришь, что это ты весь один. Ну, есть такой анекдот. Если это кошка, то где же мясо? Если это мясо, то где же кошка? Ну, это не анекдот, получается. Если ты меня не будешь... В данном случае, да, в данном случае это получается как... Если ты не будешь перебивать, я буду говорить.